Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Зайдин Курманов, профессор, экс-спикер Георгу Кеңеши. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Вот недавно, 11 мая, прошла большая встреча Георгу Кеңеши, да? Всех бывших спикеров пригласили, обсуждали Конституцию, много разных речей было. Кыргызстан до 1993 года пытался написать свою Конституцию? Конечно. Ну, союзная республика была, автономная республика была. Какие-то общие очертания Конституции в мозгах киргизских политиков появилось еще в 1917 году. В 1917 году некоторые киргизские политики принимали участие во втором съезде партии «Алаш» в городе Оренбурге. Там был и мой дед, Курман Лепесов, где они приняли программу партии «Алаш», советской партии. И вот там, в этой программе партии, было расписано будущее устройство демократической России. Место и роль алашской автономии, тюркской автономии. И вот там мы впервые читаем: ветви власти должны быть три: законодательная, исполнительная, судебная. Между ними должны быть балансы. Вся власть должна принадлежать там учредительному собранию. А об учреждении президент является главой исполнительной власти. И многие другие вещи, которые мы впервые услышали в 1991 году. Годы обретения независимости. То есть наши прадеды, деды уже знали об этой системе. И за это боролись. Но, к сожалению, этот проект не получился. И вот в 1924 году, когда образовалась Киргизская автономная область, то группа киргизских политиков, Абдрахманов, Сыдыков, Фатьянов и другие предприняли попытку принятия конституционного акта. В то время Советский Союз, еще большевистская власть не определилась, какой статус должен принадлежать союзным республикам, какой статус автономным, какой статус автономным областям, автономным округам. Этот вопрос был открытым. То есть каких-то директив не было насчет этого. Из Москвы. Да. И поэтому, пользуясь этим случаем, наши политики взяли инициативу в собственные руки и решили написать Конституцию или положение о Киргизской автономной области. И этот документ держал в своих руках, я его исследовал, я о нем писал. Я очень сожалею, что наши и ученые, и политики об этом не знают и не вспоминают никогда. И вот в 1924 году была создана комиссия по разработке положения, в котором наши политики, делегаты первого учредительного съезда Советов Каракиргизской автономной области, подготовили проект положений, в скобках, там написано в стенограмме, Конституция Каракиргизской автономной области. В основном за основу было взято положение, разработанное для областей Российской Федерации. Порядок, как организуется власть, ответственность там, и прочее, прочее. Они взяли за основу, но включили 2 статьи в этот документ. Ну, озаглавлен он, конечно, как положение Каракиргизской автономной области. Первая статья, на которую я обратил внимание, о том, что вопросы границ автономии решаются только киргизским облисполкомом. Вопросы внутренних границ и внешних, и внутренних решает Внешние – это уже Российская Федерация. Соседними республиками. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, мы же с ними граничили. Вопросы внутренних и внешних границ решает только киргизский облисполком. Мы же область, поэтому у нас было правительство Кировлисполком, Киргизский областной исполнительный комитет
Советов. И вторая статья, которая обращает внимание, о том, что Кир облисполком, то есть правительство автономии, автономной области, по статусу приравнивается к Центральному исполнительному комитету Союзной Республики. Что-то дерзко. Очень дерзко. Очень дерзко. То есть наши первые политики, они видели в киргизской автономии суверенную, самостоятельную республику. Хотя название было автономная область. Но этот проект, естественно, не прошел, был забракован. Потом была вторая попытка. В 1927 году проводили еще один съезд учредительный. Мы стали киргизской автономией, и киргизские политики опять, Абдрахманов, Фатьянов и другие политики написали проект Конституции, состоящий из 65 статей. Ну, таких неожиданностей там я не нашел. В целом текст повторял Конституцию Российской Федерации 18 года, ничего нового не давал. Ну и он тоже не был утвержден, потому что в то время еще не было решено, имеет ли право автономная республика иметь свою конституцию. И только лишь в 1929 году, когда был проведен второй съезд Советов, Кыргызская АСР приняла свою конституцию 1929 года. Эта конституция была принята, утверждена съездом, отправлена для утверждения в ВЦИК Российской Федерации, но там ее не утвердили. Поэтому первая наша конституция была принята только в 1937 году. Вместе с союзной. Вместе с союзной, когда была принята Сталинская конституция, а потом разработана на базе Сталинской наша конституция. В 1937 году, ну, ее мы стали союзной республикой, там уже вопросов не стояло, быть или не быть конституцией. Этот вопрос был решен, поэтому первая конституция была принята в 1937 году. Ну, а потом все как в Советском Союзе. Ну, а после принятия Конституции 1993 года, суверенной, когда мы стали суверенной, независимой страной, ну, было 10-11 попыток изменения Конституции. Потом, да. Вот 1993 года, там же несколько вариантов было предложено, да? И победила вариант, который был предложен властью. Но этот вариант, акаевский, скажем так, был написан российскими специалистами. Сергей Алексеев, потом Федоров, бывший министр юстиции России, а потом он стал президентом Чувашии, Николай Федоров. Да. Они написали этот вариант, и, ну, кыргызская власть одобрила, скажем так. Ну, что я скажу? Я не знаю об этом. Я слышу первый раз, может быть, так оно и было. Но как-то неудобно, понимаете, признаться, что нашу Конституцию написали русские ученые. Поэтому не упоминают. Ну, например, японскую Конституцию после капитуляции Японии. Какие мифы ходили? О том, что на линкоре Миссури Написали. во время подписания акта о капитуляции Японии американцы написали японцам японскую будущую Конституцию. Сейчас МакАртур, что, да? Да. Сейчас что выясняется? Японцы же говорят, американцы нам ничего не писали, никакой Конституции. Но они предъявили там ультиматум из 7 вопросов. Ну, первое, это то, что ликвидировать императорскую власть. Второе, ликвидировать армию, чтобы не было у Японии армии. Ну и там еще кое-какие вопросы. Практически японцы по каждому пункту ультиматума они выразили свою позицию. Императорскую власть они сохранили, сказали, как это так. Мы без императора, японцы без императора. Это свадьба без невесты. Мы этого не можем на это пойти. Он наш
Император – это же Бог, живой Бог. Как мы можем отказаться от живого Бога? Армию они действительно вели, силы безопасности, ограничили армию. Армия японской силы безопасности не является армией. Она создана для внутреннего обеспечения внутренней безопасности. Японская армия не имеет права участвовать в международных конфликтах, международных акциях и так далее, и так далее. Поэтому Япония сейчас в движении о том, что ситуация изменилась, давайте восстановим вооруженные силы Японии. Там движение такое нарастает. Поэтому, скажем так, может быть, я же говорю, в 25-м у нас сил интеллектуальных не хватило. Не было юристов, грамотных специалистов, которые могли бы создать полноценный документ, как, например, Американскую декларацию независимости или Французскую декларацию прав человека и гражданина. У нас не было таких традиций, поэтому, возможно, мы прибегли к помощи выдающихся советских юристов, которые нам оказали вот такую поддержку. Ну, а потом мы там вносили свои изменения, дополнения в зависимости от наших национальных особенностей. Потому что то, что они написали, это для Российской Федерации. Вот есть такое. Вот, например, в настоящее время говорят, какая конституция произвела революционное воздействие на сознание, дух, там, политику. Все говорят, там, французская, там, германская, английская. Ничего подобного. Американская конституция произвела революционное воздействие. Дух и букву американской конституции наблюдается во всех конституциях новых, потом были. Да, которых появились после. Поэтому мы говорим о роли и значении Великой Американской революции, которая освободила мир от остатков крепостничества и рабства. Но мы не можем передать этот дух американской конституции. 10 раз переписывали. Бразильцы 200 раз переписывали, а аргентинцы 185 раз переписывали конституцию, но вот этот дух не смогли сохранить. Поэтому, потому что у них-то эта конституция родилась как общественный договор, общество созрело. Это договор между гражданином и государством. Понимаете? У нас общество еще до такого уровня не... Для нас мы никогда не жили при реальной конституции. У нас никогда не было реального конституционализма. Это нужно воспитывать, насаждать сверху, убеждать, строго соблюдать Конституцию. Конституция может быть написана самым наилучшим образом, но если она не соблюдается, грош и цена. Проблема же в этом. Нашу Конституцию не соблюдают ни верхи, ни низы. Ни Бишкек, ни регионы, особенно регионы. В регионах там существует ханство средневековое. Какая там конституция? Если вводить конституционное сознание, конституционное движение, вот обратите внимание, 10 раз меняли конституцию. Выносили сколько раз на референдум. Как народ голосовал? 95% за. Что с парламентской формой правления, что президентской, полупрезидентской, народ всегда голосовал 95%. Что за нынешняя президентская? Это о чем свидетельствует? Нету конституционного сознания и нету конституционного движения. Поэтому надо думать не над тем, как очередную конституцию принять. Вот сейчас опять началось какое-то подковерное движение, давайте изменим конституцию. Вы научитесь соблюдать, строго соблюдать эту конституцию, требовать строгого соблюдения от чиновников в первую очередь и от граждан. Вот тогда можно сказать, что мы будем жить в условиях конституционного строя. Вот если бы Конституция действительно, если бы была общественным договором, то власть и общество договариваются, как будем жить. Да. Но общество, получается, никогда на равных не может говорить с властью. И эта традиция древняя, азиатчина, скажем так, да, она до сих пор есть.
И общество не может требовать, и оно поставлено в такие условия, что от власти не может ничего такого требовать и добиваться. Потому что ее всегда задавливает власть своим механизмом, своей машиной. Вы отчасти правы, я не полностью с вами согласен, потому что действительно под обществом мы подразумеваем гражданское общество, институты гражданского общества, общественные организации, политические партии, религиозные организации, СМИ. Парламент – это же тоже институт гражданского общества. Он избирается народом, из народа и для народа. Многие политики даже не знают. Они думают, что парламент – это государственный орган. Да, он частично государственный орган, принимает законы, но он по тому, как формируется и как ему надлежит вести себя, защищать интересы своих граждан, они выступают как институт гражданского общества. И местное самоуправление – это тоже же институт гражданского общества, а не только благотворительные общественные фонды. Понимаете? Я поэтому говорю о необходимости в наших вузах и других учебных заведениях изменить отношение к гражданскому обществу. Понимать, что это не только Толикана Исмаилова там, или Рита Карасартова. Это институты. На Западе они возникли эволюционно на протяжении тысячелетий. У наших народов, азиатчина вы говорите, у восточных народов, они не получили столь бурное, стремительное развитие, но, например, киргизские правители или тюркские, или какие-то другие правители не могли действовать так, как считают нужным, без согласия племенных и родоплеменных вождей, которые опирались в своей деятельности на поддержку рядовых общинников, кочевников. Поэтому у кочевников не было абсолютной власти, у хана, у кагана. Он должен был считаться с мнением племен. Вот племя – это тоже институт гражданского общества. Племя и род. Понимаете? Но отражающий средневековую или древнюю традицию. Других тогда институтов не могло быть. НКО тогда невозможно было открыть. Но вот именно таким образом вот баланс возникал внутри. Наука политологии, сейчас-то мы очень много сделали со времен Аристотеля, что самая лучшая система управления там, где существует система балансов. Сдержки, противовес, чтобы ни один институт не усиливался и не превращался в абсолют. Какова их участь и судьба? Ну, мир же показывает, их свергают. Их свергают. Диктатуры не длятся долго. Ни одному диктатору не удалось обмануть историю. Все, кто нарушал систему сдержек противовесов, они теряли власть и проигрывали. А вместе с ними проигрывали в обществе и так далее, и так далее, и так далее. Это главный урок, который мы должны вынести из празднования нашей Конституции. Конституция для нас должен быть высшим, святым актом, который по своему значению стоит на уровне Библии, Корана и так далее. Ну, первым это все святость, вот эту сакральность нарушил Акаев. Сколько раз? Он несколько раз, 7-8 раз изменил. Причем даже, вот скажем так, его избрали в парламенте президентом, правильно? В 90-м году. И фактически, де-факто это получалось, Кыргызстан превращался в парламентскую республику. Не превращался, Кыргызстан был парламентской республикой. Через год, в 91 году, он провел всеобщие выборы и стал президентом. И вот эту парламентаризм он, ну, сказать, номинально уничтожил. Нельзя было так действовать, если бы он был демократом. Ну, вы знаете, Акаев же не юрист. Ну, были юристы хитроумные. Ну, рядом были хитроумные юристы, которые хотели там управлять им там, через различные
инициативы законодательные, сосредоточить в своих руках властные полномочия. А что такое власть в наших условиях? Это деньги, это доступ к средствам. Там вы имеете в виду вот этого товарища, как его? Левитин. Левитин. Иосиф Он-то Федорович. специалист был по земельному праву, который очень-очень далека от конституционного права. Я даже уверен, что он не совсем разбирался в этих делах. Ну, можно было подтянуться там. Подтянул, но он накуролесил там, не дай бог. Потому что я же и политолог, и историк, и юрист. Я анализировал все эти документы, я видел все эти ляпы. Иногда чудовищные ляпы. Если бы с этой конституцией работали профессиональные юристы, они бы никогда этого не допустили. Особенно при формировании, скажем, двухпалатного парламента. Собрание народных представителей, законодательное собрание. При этом название парламента Джорку Кенеш, Верховный Совет. Парламент – это собрание, а не совет. В мире мы единственная страна, чей парламент называется Верховным Советом. А в этом Верховном Совете, кажется, есть законодательное собрание, есть собрание народных представителей. Собрание по своему статусу выше, чем любой совет. Понимаете, вот какие вещи возникают? Ну, название всякое может быть. Ну, название может быть всякое, но это говорит о чем? О том, что люди абсолютно не соображали в парламентаризме. И то, что не распределили, не было верхней палаты, не было нижней палаты, потому что в двухпалатном или трехпалатном устройстве есть смысл. Нижняя палата принимает законы, выступает с точки зрения единых национальных интересов. Собрание, там, Сенат, собрание, Верхняя палата – это Сенат, это орган, где сидят мудрые люди, которые защищают региональные интересы. У них свои функции там, и так далее, и так далее. Между ними нет никаких пересечений. Друг другу не противоречат. Двухпалатный парламент, он менее склонный к конфликтам, противоречиям, противостояниям. Потому что, когда парламент одна палата, то он напрямую входит в конфликт с исполнительной властью. Президент, премьер-министр. А роль подушки безопасности в двухпалатных парламентах, на это почему-то никто не обращает внимания. В двухпалатном парламенте роль подушки безопасности играет Верхняя палата, Сенат, который не дает разрастись конфликту между исполнительной властью и законодательной до политических кризисов и революций. Но в Кыргызстане предполагалось, что президент эту роль будет играть как гарант. Я не знаю, что у нас предполагали, понимаете. Да. Некоторые шаги, которые не поддаются анализу. Не поддаются анализу, не поддаются логике. Поэтому я такие вещи не принимаю. Курултай мог бы стать Верхней палатой? Я вот считаю, что, поскольку у народа очень сильные иллюзии относительно Курултая, я раньше считал, зачем в стране два парламента? Сейчас же по существу идет к этому делу. Да. Создается второй альтернативный парламент. Почему это возникло? Потому что Джорку Кенеш работает плохо. Это очевидно. Не отражает интересов Не отражает народа. интересов региона, простых людей. Сидят одни олигархи, принимают олигархические законы, решают какие-то междусобойчики и прочее, прочее. Но этим страдают все парламенты стран мира. Просто их там дисциплинировали и загнали в определенные рамки. У нас же управлять, регулировать деятельность парламента не умеют. Систему сдержек, противовесов создавать. Поэтому парламент то непонятно какой. Но там не видно народных интересов. И вот люди думают. И без Хатагеты мы неправильно избрали этого депутата парламента, народного представителя. Ну, черт с ним. Мы выберем настоящий, подлинно киргизский орган, который будет стоять на защите интересов простого людей, Курултай. Курултай. И вот они сейчас, вы знаете, надо ответственно, я говорю, вопрос стоит без ответственности граждан, избирателей. Вы должны ответственно подходить к своему выбору. Будь он президент, будь он депутат там,
парламента, будь он депутат местного Кенеша, вы должны понимать, что от вашего выбора зависит ваше будущее, как будет жить ваше село, ваш район, ваша семья, ваши дети. И если вы считаете, что это не важно, тогда выбирайте кого угодно. Тогда какую модель не строить, ничего не получится. То, что сейчас происходит. Парламент, состав меняется, лозунги меняются, это меняется, а ситуация продолжает оставаться прежней. Видимых улучшений, реальных, серьезных. Сейчас происходят какие-то видимые изменения, потому что произошла централизация власти. Президент наконец-то взял на себя всю полноту ответственности. А что это такое за президент? Это сокращается время на обсуждение различных решений. Парламентаризм, он чем отличается? Бесконечные дискуссии, согласование интересов, там 3, 4, 5, 6. Пока не примешь решение по какому-то малюсенькому вопросу, пройдет полгода. В среднем законопроект, я как бывший депутат, минимум проходит от 3 месяцев до 3 лет. А при президентской системе указ подписал, назначение дал, все это может быть решено в течение 1, 2, 3 часов или дней. Поэтому скорость изменения в Кыргызстане, вы обратили внимание, усилилась, движение активнее стало, потому что мы перешли к другой системе управления. Вот теперь надо пользоваться случаем, не терять этот скорость перемен, изменений. Нужно изменять партии, потому что партии должны служить народу и помогать правительству. Парламент должен служить народу и государству и помогать правительству, решать те задачи, которые стоят. Суд тоже должен помогать, и все остальные институты тоже должны помогать. А не жить, как хотят, сами по себе. Разбалансировано все. Все разбалансировано. Поэтому сейчас я наблюдаю, идет попытка собрать. Мы все расползлись в разные стороны. Киргизы, узбеки, бизнесмены, женщины, мужчины. Все расползлись в разные стороны. И то, что сейчас какие-то меры принимаются, я сейчас шел, там наши дети поют, Манаса, хором поют, по 500-600 человек. Я что вижу? Да, началась работа по воспитанию масс, патриотическому. Конечно, пением Манаса или герой на Комузе делу не поможешь. Нужно сознание. Гражданственное. Будет откладываться, конечно, будет откладываться. Но не надо ждать, пока месть отложится. Нужно достигать, пока месть есть власть в руках, надо поставленные цели достигать. В этом деле как раз и парламент, и другие институты, и Курултай мог бы помочь, стать серьезной поддержкой. Потому что если бы не поддержка армии, Ататюрк никогда бы не сделал Турецкую республику. А кроме армии он ни на кого не мог опереться, потому что он хотел Турцию сделать европейским государством, частью европейской, потому что Европа по тем временам была самым лучшим местом для жизни. Самые высокие стандарты, образовательные, культурные, экономические и так далее. Люди же стремятся к лучшему. Поэтому Ататюрк не стал выдумывать машину времени, а он просто воспользовался этой машиной и стал опираться на армию. Подготовка армейских офицеров шла в западных учебных заведениях. Люди знали, что такое система сдержек, противовесов. Я же не случайно вспомнил партию Алаш и наших Сыдыковых, Айдарбековых, Абдрахмановых и прочих, и Арабаевых, которые были знакомы с этой системой сдержек, противовесов. И они ее хотели внедрить, только большевики не разрешили. Они говорили, надо собраться, учредительное собрание провести, обсудить Конституцию, какое устройство. Почему временное правительство? 8 месяцев было временным. Большевики не успели прийти, они себя объявили законным единственным правительством и тут же нарисовали Конституцию за 2 месяца. И стали легитимной властью.
Они не спрашивали населения, какая вам конституция нравится. А депутаты учредительного собрания, которые были там, состояли из социалистов, социал-демократов, либералов, там, христианских демократов, они же говорили, надо спросить у народа, какая им нужна конституция, какой нужен общественный строй. И профукали время. Пока они там собирались и взяли, свергли. Учредительное собрание закрыли. Поэтому время-то не дается все время. Вот сейчас благоприятная обстановка, у власти есть ресурсы, рычаги, поддержка среди населения. Ну, надо пользоваться властью. И надо эти реформы делать не только в области экономики, но и в области культуры, в области политики. Во всех сферах. Нельзя так думать. Мы сначала сделаем экономику, потом политику. Одно с другим тесно связано. Когда грохнется, потом начнут говорить, ой, Господи, надо было сделать политическую реформу. Надо делать. У нас время подошло к концу. Ну, самое главное, вот называют драконы, да, азиатские, Тайвань, Южную Корею, Сингапур там. Что самое главное, вот когда их объясняют, их успех, многие говорят, они сами объясняют, мы такую программу сделали, другую программу сделали, вот ее осуществили, но такие программы и здесь делаются, но самое главное, что не выполняются. А они заставили и себя, и все общество, раз принято решение, то обязательно выполнять. Вот. Ну, у них культура другая, дальневосточная цивилизация. Они же тоже были такими же безалаберными, как мы. Но в результате эволюции их воспитали, их превратили в солдат. Понимаете? Ответственных людей, которые работают по 24 часа в сутки и не жалуются на жизнь. А перед ними поставь цель, они достигнут ее при любом стечении обстоятельств. У нас же такого нет. Палками и батагами мы не можем их заставить работать или подчиняться. Поэтому нужны другие инструментарии, которые использовали наши ханы, каганы, когда создавали свои империи, там, заключали союзы с другими государствами. Мы знаем, историки, ученые знают эти инструменты. Политики не знают. Наши советские, постсоветские, что они в сталинские времена, чему учили? Всех били палками. Не согласен? Расстрел. Страх, ужас, конформизм воспитали. Равнодушных людей, которым все равно, что происходит, лишь бы не расстреляли. Мы же это видим не на примере России, то, что там происходит сейчас. Всем наплевать на Россию. Понимаете? И на другие страны. Поэтому это тоже опасное следствие той политики. Нужно осознанное движение вперед. Не обязательно народ там, элиты хотя бы. Сделайте 100 человек. Римом управляли, Римской империей, 200 семей. 200 семей управляли половиной мира. Но наберите 100 человек, которые могут управлять Кыргызстаном и вытащить его из нынешнего кризиса. Не надо там все 6 миллионов делать академиками. Понимаете? Суть в этом. Вот она, политика. И пути ее реализации. Спасибо вам большое. У нас в гостях был профессор Зайниддин Курманов, экс-спикер Джорку Кенеша. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо.